В этой песне звучат глаголы «сайкашко», «вашкишко», «просыпаюсь», «спускаюсь». Глаголы в удмуртском языке делятся на два спряжения. Глаголы первого спряжения в неопределенной форме оканчиваются на «ины». Например, «дешецкыны» — «учиться». Отбрасывая «ины», получаем основу глагола, точнее краткую основу. «Дешецк» в данном случае. Формы первого и второго лица настоящего времени глаголов образуются с помощью суффикса «ишко». Например, в единственном числе «мон дешецкишко» — «я учусь». «Мон» — это «я», а «дешецкишко» — «учусь». Здесь к основе «дешецк» присоединен суффикс «ишко». Для наглядности в скобках корень и суффикс разделены с помощью дефиса. Теперь как сказать «ты учишься»? Тон дешецкишкод. Здесь мы видим основу дешецк, суффикс «ишко» и еще суффикс лица «д», который показывает на второе лицо единственного числа, то есть то, что ты учишься. В первом лице настоящего времени единственного числа суффикс лица у глаголов отсутствует. Теперь сами формы глаголов здесь уже указывают на лицо. То есть «дешецкишко» — это уже значит «я учусь», а «дешецкишкод» значит «ты учишься». «Мон» и «тон» говорить не обязательно. Второй орфографический вариант суффикса «ишко» употребляется у глаголов после основы на твердый согласный «д», «з», «л», «н», «с», «т». Этот суффикс пишется так же, как и предыдущий вариант, только над «и» стоят две точки. Употребляется несмягчающее «и». Поясню на примере. Возьмем глагол «я рад ины» — «любить». Отбрасывая «ины», получаем основу «я рад». Она заканчивается на твердо согласное «т». «Я люблю» будет «мон я рад ишко». Здесь «т» остается твердым перед «и», поэтому над «и» стоит две точки. Если бы стояло обычное «и» без точек, то читалось бы «я рад тишко», но это неправильно. Ну и во втором лице единственного числа настоящего времени, как и в прошлом случае, будет тон «я рад ишкод» — «ты любишь». Прибавляется суффикс второго лица единственного числа «д». Может возникнуть вопрос, почему в прошлом случае в форме «дешецкишко» и без точек, ведь «к» на конце основы твердый согласный. Дело в том, что в удмуртском языке согласное «к» не может смягчаться, он всегда твердый, и поэтому в постановке несмягчающего «и» с двумя точками нет необходимости. Как и после других согласных, кроме упомянутых выше 6 «д», «з», «л», «н», «с», «т». Теперь, используя пройденные формы глаголов, мы можем сказать такую популярную, важную фразу. «Мон тоне я рад ишко» — «я тебя люблю». «Тоне» — это «тебя». Глаголы второго спряжения в неопределенной форме в инфинитиве оканчиваются на «аны» или «яны». Сначала рассмотрим первый случай. Отбрасывая суффикс инфинитива «ны», получаем основу на «а». Например, глагол «ужаны» — «работать». Отбрасываем «ны», получаем основу «ужа». От этой основы с помощью суффикса «щко» и суффиксов лица образуются формы первого и второго лица настоящего времени. Например, для единственного числа «мон ужащко» — «я работаю». «Ужа» здесь основа, «щко» — суффикс настоящего времени. Аналогично «тон ужащкод» — «ты работаешь». «Ужа» основа, «щко» — суффикс настоящего времени, «д» — суффикс, указывающий на лицо. На второе лицо единственного числа, то, что ты работаешь.
Вариант второго спряжения – это когда после отбрасывания суффикса инфинитива неопределенной формы «ны» остается основа на «я». Например, «у-я-ны» – плавать. Откидываем «ны», получаем основу «у-я». Формы первого и второго лица единственного числа настоящего времени таких глаголов образуются так же, как и у глаголов с основой на «а». Например, «мон уясько» – «я плаваю», «тон уяськод» – «ты плаваешь». Теперь посмотрим, как сказать простые фразы, такие как «я Лёша», «я студент». По-удмуртски они строятся так же, как и по-русски. «Мон Олёш», «мон студент». Так же, как и в русском языке, здесь нет глагола связки «быть», в отличие от английского языка, где говорится, например, «I am Alex». Для закрепления пройденного грамматического материала прослушаем тексты и диалоги. Сначала слушаем в обычном темпе, а потом разберем текст. Мон Юра Александров, мон аспирант, мон Удмурт университетын шецкишко. Мон Юра Александров. Я Юра Александров. Здесь ударение Юра Александров на последний слог, как обычно в удмуртском языке, но это не обязательно. Можно и сказать Юра Александров. Мон аспирант. Здесь перевод не нужен. Дальше. Мон Удмурт университетын дышецкишко. Буквально «я в Удмуртском университете учусь». Слово «дышецкишко» «учусь» мы уже знаем. Показатель «ын» в слове «университетын» — это суффикс местного падежа, который будет рассмотрен подробнее в следующих уроках. «Университетын» значит «в университете». В русском здесь употребляется предлог «в», а в удмуртском — местный падеж. Слово «университет» произносится так же, как и в русском, а не по удмуртским правилам чтения, как, например, «университет», так как это заимствованное слово. Еще надо обратить внимание на то, что сказуемое в удмуртском языке, как правило, стоит в конце предложения. То есть по-русски мы говорим «я учусь в университете», а по-удмуртски «я в университете учусь». Такое правило не всегда выполняется. Прослушаем этот текст еще раз в обычном темпе. Мон Юра Александров, мон аспирант, мон Удмурт университетын шецкишко. Здесь можно обратить внимание на то, что в быстрой речи «и» безударное между глухими согласными может как бы проглатываться. Например, «дышецкишко». Такое явление иногда называют оглушением гласных. Об этом подробнее будет в видео о удмуртской фонетике. Начинающим же можно порекомендовать произносить все звуки четко. Слушаем следующий текст. Мон Лена Щукина, мон Джуч, мон студент, мон университетын шецкишко. Здесь можно обратить внимание на то, что в имени и фамилии ударение сохраняется так же, как и в русском языке. Лена Щукина. А еще на то, что «джуч» будет значить и русский, и русское, а студент, и студентка, так как в удмуртском языке нет грамматической категории рода. Слушаем этот текст еще раз. Мон Лена Щукина, мон Джуч, мон студент, мон университетын шецкишко. Слушаем следующий текст. Мон Кузьма, мон горд Кочиш, мон Шираны Яратишко. Здесь горд, красный, рыжий, Кочиш, кот, кошка, Шираны, ловить мышей, от шир, мышь. Можно было бы сказать мон Ширашко, я ловлю мышей. Яратыны, любить. Глагол первого спряжения оканчивается на «ыны». Шираны
Ловить мышей — глагол второго спряжения, оканчивается на «аны». Еще раз текст. Мон Кузьма, мон горд кочиш, мон шираны яратишко. Следующий текст. Мон Сергей Сидоров, мон Удмурт, мон Эмьящ, мон Эмтодос Академии Нужашко. Здесь «эмьящ» значит врач, «эмтодос» — медицинский, «академиин» — в академии. Здесь «ин» — показатель местного падежа. Перед ним «я» на конце слова «академия» выпадает. Кроме того, в заимствованном слове «академия» сохраняется ударение «академия», «академиин». Следующий текст. Мон пичи чорыг, мон шурин вояшко. Здесь пичи — маленький, чорыг — рыба, шур — река, шурин — в реке, местный падеж. Текст еще раз. Мон пичи чорыг, мон шурин вояшко. Последний, чуть более сложный текст. Тону моя валашко тут мурчамен. Конякегине Волошко. Здесь у моя хорошо ли? У мой хорошо, а вопросительная частица ли. О ней будет подробнее в следующих уроках. Валачкод — понимаешь, от валаны — понимать, глагол второго спряжения. Удмуртщамен — по-удмурски. Здесь щамен после лог, а после логах тоже будет в дальнейших уроках. Княке — немного, сколько-то. Гине — только. Прослушаем текст еще раз. Тону моя валашко тут мурчамен. Конякегине Волошко. На этом урок закончен. Послушаем в конце отрывок в песне с глаголами в изученных формах.